Маршруты строю перестраиваю недорого. Всем Ольга привет! Бузова. Нас Через зовут Светлана 100 и метров Антон. круговое движение. Второй Мы съезд. едем в большое путешествие из Якутска до Москвы. И мы решили показывать вам дорогу и все, что с ней связано. А там посмотрим, доедем до Москвы или, может быть, дальше. Да? Может быть. Всякое может быть. Здорово, что можно взять и перестроить Да, маршрут. действительно здорово. Это Бузова? Конечно, она же нас только водит. Вот. И что я хочу рассказать, что буквально Через 300 метров 2 года круговое назад движение. Второй съезд. мы приехали в Якутск из Москвы на машине. Ехали мы 9 дней, 10 ночей, останавливались в разных городах. Ну, в городах мы особо не гуляли, ничего не смотрели, потому что мы просто ехали, потому что нам нужно было. А сейчас мы решили все это дело посмотреть, и у нас в запасе 1,5 месяца. Поэтому будем показывать вам. Мы загрузились. Тут у нас провизия, подушки, пледы, водичка, чай, мыло рыльные, чтобы поблизости были. Так, сейчас покажу, как у нас в багажнике. Вот. Здесь вещи, водичка, инструменты, большой рюкзак, потому что мы что-то планируем. Ну все, поехали? Антон, поехали? Поехали? Через 300 метров поверните налево. Время 5:40, суббота. Город еще спит. Мы выезжаем из такого заснеженного города. А приедем, тут уже все будет, надеюсь, зелененькое. Или утонет. Или утонет. Поверните налево. Вот такие у нас замечательные дороги в Якутске. Мы выезжаем уже почти за город. Район Якутская ГРЭС. Сейчас покажу. Вот она, Якутская ГРЭС. Желтый дым из нее идет. Движемся в сторону переправы. Так мы въезжаем на ледовую переправу Якутск-Нижний Вестях. Здесь начинается река. 11 километров, да? В этом году, да? Ну, как говорят, я не знаю. Время 5:52. За бортом минус 9 градусов. Сегодня, на удивление, тепло. Вчера утром было минус 30, да? Позавчера минус 28. При том, что днем вроде бы как более-менее тепло было, все таяло. Но по ночам еще холодно. МЧС вчера прислали СМС о том, что сегодня в Якутске порывы ветра. И мы сбегаем от этого ветра. На переправе пусто. Машин нет. Все еще спят.
наша закрывается когда? 15-го? Ну, ориентировочно 15. Каждый год ориентировочно 15-го, там плюс-минус апреля. Закрывается переправа. И до конца мая переправы нет. Потому что где-то в конце мая, в 20-х числах идет ледоход. И там уже начинается навигация. Песок возит куда-то. Ветер гоняет бутылку. Сейчас мы едем уже по льду. Лед уже серый совсем от песка. Но еще крепкий. Днем, наверное, тут каша, да? Нет еще. Мы сейчас поедем вон до того берега. Там находится поселок Нижний Пестяк. Все, пока едем. Послушаем музыку. Вот мы подъехали к поселку Нижний Пестяк. Переправа наша по льду закончилась. 11 километров 700 метров. 11 700 по льду. Здесь начинается большая земля. Да, Бекетов переборщил, блин, переплыть Лену. Расскажи про Бекетова. Я без мата не могу. Поверните А налево. летом здесь переправляются паромы. Моста у нас нет в Якутске. Нам его обещают уже лет 30 построить, да? Все никак не построят. Поэтому зимой мы переправляемся по льду, летом по воде, а весной и осенью мы вообще никак не переправляемся. Если очень кому-то нужно, ходят подушки на воздушные подушки, как воздушные суда на подушках, вот. Судно Сказала. воздушное, просто Да-да-да. Поверните направо. ремень накинь. Да, вот здесь уже нужно пристегиваться. Везде Когда- нужно Ну, пристегивать. когда по льду едешь, нельзя пристегиваться. А когда по земле едешь, нужно пристегиваться. Так тебя хоть в одном месте будут искать, когда пристегнут. А когда не пристегнуто, по всей реке ползать. Все, буду пристегиваться. Первый населенный пункт на нашем пути — это поселок Бестях, Нижний Бестях, который находится на противоположной стороне Лены от Якутска. Сюда доходит железная дорога. АЯМ, Амуро-Якутская магистраль, которую строили много лет. И мы еще в детстве пели песни про этот АЯМ, нам рассказывали, что когда мы вырастем, мы будем ездить на поездах. Сейчас люди иногда ездят в Владивосток. Даже у меня одна знакомая ездит в Екатеринбург или в Челябинск. Поездатая подруга. Просто она боится летать на самолетах, поэтому она каждый год к родителям ездит на поезде 5 дней, 5 суток ехать Докуда? до Екатеринбурга или до Челябинска, точно не скажу. Так быстро? 5 суток, она говорит, ездит. Говорит, в поезде всегда весело, особенно на обратном пути. Там вахтовики едут. Кому что? Ха-ха. Ага. Вот наша первая заправка. Туймада нефть. Здорово, что можно взять и перестроить Да, маршрут. действительно.
заправляться. Поверните налево. И потекли деньги рекой. И потекли деньги рекой. Бензин у нас не дешевый. Что там написано-то? Где там ценник-то? Где там ценник-то? Ветер, конечно, знатный на улице. Сейчас покажу цены на бензин. 95-й 57, 50. 92-й 56, 98-й 62, дистопливо 76, 20. Ветерок. Сколько литров заполняем? 37. 37. 56, 93. А? 2120. Я пошла, мне холодно. Время 6:25, потихоньку появляются машинки. Едут в сторону города, в основном легковые. Вот здесь находится комплекс Булуз. Это ледники, которые не тают. До середины июня. Да нет, они, Даже- по-моему, все лето не тают. Ну, смотри, какая погода. Да, просто сначала этих льдов очень много, а к августу становится все меньше. Сюда обычно едет большой поток туристов. И говорят, что зимой тоже там этот родник не замерзает, да? Но люди, которые ездили, они его не нашли зимой. Потому что он под снегом падает, но он тоже маленький. Ну вот там, где-то там, внизу. Сейчас время 7:16. И за бортом уже -8. Мы едем в тепло. Машин много появилось. Просыпались дальнобойщики. Все едут. Работа закипела. Тахограф обнулился. Кто такой тахограф? Это у грузовых машин ставят, чтобы они определенное количество времени ехали. И инспектора ГАИ, Транснадзор проверяют, чтобы у них не было... Короче, не спали. А, так они же сейчас не работают, эти тахографы. Ночью. Ну вот смотрели же кого-то. Не знаю. Кого-то на ютубе смотрели, он У нас в сказал... городе даже на маленькие грузовички их заставляют ставить. Не знаю, ты, может быть, ты не смотрела, я смотрела. Там рассказывал какой-то дальнобойщик, что тахограф у него не работает, потому что из-за санкций, короче говоря, что-то там связано с санкциями. Но я, честно говоря, так сильно не прислушивалась, не придавала значения. И что, говорит, когда гаишники его останавливают, проверяют, он говорит, у меня не работает. Они говорят, ну как не работает, надо вот там то-то, то-то. Ну и они отпускают. Вообще, короче, ничего страшного нет. Вот так летом у нас горит тайга. Ничего не остается. Красота неописуемая. Все беленькое. Мы едем в Алданском районе. Где-то подъезжаем к Булу, да? Километров 80. 8?
За бортом минус 8 градусов. Холодно. И очень сильный ветер дует. На открытых местах проезжаешь, машину аж качает. Есть тут вот такой нехороший кусок дороги, который, наверное, никогда не сделаю. Мундручу называется. Еду и дрочу. Ну вот зачем ты А вы ругаешься? где это надо телевизор? Ругаешься? Вот такая вот колбасня. Сколько она будет километров? Недолго. Недолго? Ну ладно. Разомнемся. Потрясемся. Все беленькое. Здесь еще как будто зима. Время сейчас 8:30. Птички по дорожке скачут. Какие-то ветки стоят. Тут, видимо, тепло было, раслет на дороге, да? Подтаял. Шифровали. Мама, вон там она уже заканчивается, да, как ты в горку пошла. Так что совсем немного. У нас в Якутии очень хорошие дороги. Приезжайте к нам в Якутию. Но это только в Якутию. В самом городе у нас очень плохие дороги. Страшно ездить. Ну, примерно вот такие, чтобы вы понимали. Даже в центре. Пока еще. Сейчас в одном месте сделают, в другом развалится. Там сделают, здесь развалится. Все копают, что-то ищут. Пошли уже отсюда плохо. Ну вот, в общем-то, и все. А вот там идет железная дорога на насыпи. Ездят поезда. Только мы их никогда не видели, да? Почему-то. В Якутии видели? Да? Я не помню. Ну вот и все. И наступило счастье. Хорошая дорога. Едем дальше. Вот сейчас мы подъехали в Улу. Заправляемся. Здесь цены намного дешевле. 95-й 54, 92-й 52. Саханнефтегаз сбыт. Едем дальше. Движемся в сторону Алдана. У нас яблочный перекус.
так и было. Не было так. Но у меня был. Какой-то ужас. Но у него было так. И коврики помыл еще тоже. Я не помню. Я помню, что мы с полотенцами там ходили с Катей. Это на Алдане. На Амге. И на Амге, и на Алтане. Мы везде купались. Жарко же было. Очень красиво. Особенно летом. Ну, обратно в мае поедем, в конце мая. Уже, наверное, все зеленое будет. Судя по всему, еще снег лежать будет. Надеяться. Такое замечательное место, где параллельно идут две дороги. Автомобильная и железная. Вокруг горы завихряются, закругляются. Какие-то облачка появились. Какие-то говорилки говорят. Машина стоит. Чего он сюда приехал? Здорово. Наше любимое место. Весной здесь еще водопады будут бежать. Да, и весной, говорю, май. Прямо вот железная дорога рядышком. Здорово, наверное, когда поезд идет, и люди видят друг друга. Нас птица сопровождает, ворона. Ворон. Очень много ворон здесь на стоянках. Люди, видимо, оставляют остатки пищи. И идут все это таскают, едят. Красота. Солнышко. Дорога виляет, красота такая. Вот тоже небольшой отрезок дороги, который еще делают. Так, в принципе, вот они, дорожники, откапывают столбики, чтобы ограждение сделать. Работают люди даже в субботу. Молодцы. Скоро вообще вся дорога будет идеальная. От и до. Доживем ли? Конечно, доживем. До этой же дожили. Вспомни, сколько лет назад мы там ехали. Куда мы ехали? Мы во Владивосток ездили, то есть из Владивостока. Да, здесь энный Вообще десяток же- лет тут вообще по грязи ездили. Ужасная дорога была. То есть ее вообще не было, этой дороги. Везде какая-то каша. Все время мы отбивали, отмывали эту грязь, лед в октябре месяце тогда. А сейчас вон красота. Сейчас растает. Не, ну растает, но здесь же небольшой кусок дороги. Да нам сейчас, наверное, видно. Эти белоснежные горы. Красота. Правда, как в сказке. Скоро мы будем на них. Буквально часика через 3, да? Наверное. Все, скрылись. Вот мы подъезжаем к Томоту. Здесь показывает +1. Ну, это и видно по дорогам. Обочины уже мокрые все. До Невера 715 километров. Ну, мы сейчас планируем доехать до Алдана. Это
где-то примерно километров 70. Перекусить, попить кофейку, заправить машинку и ехать дальше. Так, что тут? Заправка паритет. 95-й, 52-50. Короче, чем ближе к России, тем ниже цена на бензин. И это так приятненько, да? Хоть какие-то там копеечки, так сказать. В совокупности-то они дают нормальный рубль. Да, вот именно что. Еще и когда машинка много кушать любит. Это у меня велосипед. Это мост через реку Алдан, да? Алдан. Ой, а там что за МЧС? Что за МЧС стоит? Честно, это не знаю. А, кстати, мы тут недавно ролик снимали на работе. И у нас там парни участвовали из Томота. Там МЧС устраиваются работать. Там железная дорога. Красиво. А вот возле опор моста прямо лед вздулся и мокрая вода выступила. Либо тут теплее, либо, в принципе, в Якутске, наверное, сейчас тоже тепло уже, да? Время-то 11 часов. Скорее всего, тоже теплышко. Сейчас спросим, как в Якутске. У тебя прививка болит? Прививка болит? Да, мы поставили прививки от клеща. 2 этапа. Первые прививки мы поставили в марте. Вторые вот в апреле. Нас предупреждали, что прививки очень болючие. В первый раз нам было не больно, во второй раз мне тоже было не больно, ничего не болело, а вот у Антона болит. Она от меня чуть иголку не Да сломала. уже который день у тебя? Когда ты в четверг поставил, да? Сегодня суббота. Чуть иголку, говорит, не сломала, еле воткнула. Куда-то она не туда втыкала, видимо. А прививки нам посоветовали поставить ребята с Алтая. Сказали, что у них как раз в апреле этот клещ активизируется. Поэтому лучше перестраховаться. Мы перестраховались. Теперь нам прививки можно ставить через год. Ага, здравствуй. Так, ладно, Что такое? Антон по телефону разговаривает. Я отключаюсь. Проезжаем Якокит. И тут уже распустились вербы. И тольники. Прям так красиво. Вон они все белоснежные, как черемухи белые стоят. Камера опять же вот не передает. Очень красиво. Сейчас видно будет. Все распустилось. Красотища. Вот что значит Южная Якутия. 470 километров длины. На 10 градусов теплее, чем в Якутске. На 11 даже. А разница-то буквально 400. Сколько? 470? 470 километров проехали от Якутска. Ну и 5 часов. Даже 5 часов не проехали. 4 с копейками. Через 46 километров у нас Алдан. Трапезная. И Тында через 517 километров. Дороги хорошие, в принципе, идем хорошо. Поэтому следующее включение в Алдане покажу, город расскажу. Ну вот, мы приехали в Алдан. Такой небольшой город на юге Якутии.
Алданском районе добывают золото, да? Что, налево Много. пойдем по трассе или через Алдан? Нет, давай через Алдан проедем, посмотрим. Сейчас Бузова истерия. Поверните налево. Подожди, Оля. Нам не налево, мы прямо. Умею строить, перестраивать, или что она там сейчас скажет? Маршрут перестроен. Нет. Ну тут снега-то тоже, мама, не горюй. Поверните направо. Магазины в каких сугробах стоят. Здорово, что можно взять и перестроить маршрут. Поверните направо. Так бы и строила новые маршруты. Оля, Везде. помолчи. Прямо 2 километра. Просто огромные сугробы. Ветрище сегодня, конечно, нереальный. Если этот снег не уберут, То его никто уже убирать не будет, он таять будет. это будет капец. Сколько И все с этой горки будет стекать. Просто жесть. Ты ж народу даже ходить негде. на дороге Просто никакой нет. жесть. По дороге, ну, мы тоже в Якутске по дороге ходим. У нас тоже все заметенное. Люди в окна даже в свои ничего не видят из-за этого снега. Ужас. И ветер сдувает. Просто сдувает машину. Будьте внимательны. Рядом школа. Хорошо. Спасибо. Вот такой городишко. Маленький. Но я не думаю, что тут прямо во всем городе живут золотодобытчики, или как их там старатели называют, да? Но здесь, в этом районе, наверное, самая большая добыча золота идет, да? По Якутии. Нет? По Якутии самая большая, это Молодо, Вертокалан, там Где? северная группа уровня. Думаешь, да? Анабары, да. Мирный. Там алмазы же добывают. А, золото, да, точно, золото здесь. Это же золото. Золото здесь, в Алданском районе. Я когда маленькая была, жила в Алданском районе какое-то время у бабушки с дедушкой, пока родители защищали диплом. В поселке Илымах. Это километров 70, наверное, от Алдана где-то примерно. Я даже не знаю, где это, в какой стороне. Через 300 метров. Держитесь левее. И мой дедушка О, работал через 300 на метров. руднике. Тракторист. И они там добывали слюду. Я не знаю, для чего эту слюду они добывали, где ее использовали. Ну, буквально недавно я читала, что этот рудник уже закрыт. Там Держитесь уже не левее. добывают ничего. А мне так интересно было с Прямо дедушкой 2 ездить километра. на работу. Я эти кусочки слюды все время притаскивала брусочками. Они такие красивые, блестели. Мы раньше же по этой дороге, да, ездили через Алдан. Мгм. Я, блин, ни разу не помню, чтобы такие сугробы были. Я такие большие сугробы видела только где мы там с тобой ехали вот из во дворе. Москвы. Да нет, до этого. Да в этом году вообще ужас какой-то. Вон тоже у людей заборы завалились. Где-то, по-моему, в Екатеринбурге, что ли? Нет, в Челябинске в каком-нибудь. Где-то там на Урале, Где короче. мы жили. Стенки Мгм. Количество последних. такие домишки все старенькие. Мне кажется, как вот я была в детстве, какие-то стояли облезлые домишки. Так и осталось. Театр
правее. В сторону перевала Тит. Прямо 589 километров. Ну вот. Всего лишь 589 километров нам прямо. 530 уже проехали. Даже вот смотри, как разгребли, да? Сколько много снега, какая толщина. Больше метра. Больше, прям намного больше метра. Чуть ли не 1,5 метра высота сугробов. Ну все, пока, Алдан. А мы едем дальше. На заправку Саханефтегазсбыт. Здесь написано оператор на сливе, поэтому мы решили здесь прямо и перекусить. Бутербродики и чай. Кофе здесь не продают. Пока ты будешь снимать, я весь все бутербродики съем. Вкусно тебе? Не пробуй. Пиздец, короче, мы встряли на этой заправке в Алдане. Саханефтегазсбыт. Такая вот очередь. Ждали, когда сольется. Она что-то ходила еле-еле. Эта заправщица бедная ходила. Потом уже зашла в свою скворечник. Так долго не было ее. Потом вышла, сняла табличку оператор на сливе. И вот наконец-то стала принимать оплату. Народу просто жесть. Уже столько людей приехали, уехали, вставили пистолеты, постояли. Но мы самые стойкие, потому что нам далеко ехать надо, поэтому мы стоим и ждем. Ну вот почти час мы здесь простояли. Мы уже и покушать успели, и поржать над ней. И вот сейчас что-то мой муж там стоит очень долго возле этого окошка. А она никак, он что-то злой идет. Что-то долго она его там мурыжила. Кошмар вообще. Так. Ехали из Алдана, я не знаю, что это здесь, дача или какой-то поселок. Тут дома вообще просто все по крышу заметенные стоят в сугробах. Сколько же снега в этом году? Ну, здесь всегда много снега, но в этом году, по-моему, еще больше. Зато урожай, наверное, будет. Ух. Нет, камера не передает всей этой красоты. Метель метет. Все завихряется так красиво, как в сказке. Сейчас выйдем на улицу, постоим на этом ветру, зарядим очки. У меня очки заряжаемые. Надо их на солнышке подержать. В машине стекло не пропускает ультрафиолет. Они не заряжаются. Вот как. Специально себе купила очки в дорогу. Заказала с диоптриями. Чтобы солнышко не слепило. И сижу их заряжаю каждые 15 минут. На солнце выкладываю на торпеду. А когда на улицу в них выходишь, они моментально темнеют. Нужно подольше по улице походить, чтобы они подольше отходили в помещение. Вот это метель. Это метель. Не знаю. Вторая полоса, получается, встречная полоса вообще заметена. Оттуда задувает так, что мама не горюй. Какая красота. Машину аж сдувает. Кошмар. Вот так вот. Здесь всегда метет. Заметают дорогу, зимой чистят, машины ездят.
постоянно, потому что КАМАЗы всякие, там большие грузы стоят, подняться не могут, не спуститься не могут. Кстати, я фуру не вижу, видимо, подняться не могут. Все может быть. Уралы дают. Хвост, наверное, их больше нет, видимо, висят. Сейчас посмотрим, кто где висит. Что тут, железная дорога? Мы Назарово, Магадан 2018. Это ж надо было дотянуться и написать. Встали на машину, наверное. Ой, фара отвалилась у него. Тут в камеру прям дорога как будто чистая, ясная. Мы едем просто в облаке снега. Здесь ГУЛАГ находился. Заключенные добывали уран, руду с содержанием урана. Как вот они, бедные, здесь работали на таком ветру. Страшное дело. Теперь фуры едут. В камере ничего нет, у меня что камера дорисовывает там или что? Не знаю. Что и снимать-то, если ничего не видно? Вообще нет, в смысле в камере все есть, там не видно, что тут такая метель страшная. Мы вообще как в тумане в плотном Ни едем. одной фуры не видно. Сейчас же проехал. Одна. А там наверху ясно уже. Посмотрим сейчас, что наверху. Едем дальше. Надо поверху едем. Спускаемся. Ну там еще выше же вот горка, где крест стоит. Сейчас спускаемся. А дело двое очков в темных. Дорогу не вижу. В светлых солнышко слепит. Надо срочно купить очки затемненные с диоптриями. То у меня пораненные мои очки. Давайте Стекло эти поцарапанное. баллончик от Дуна сделаем. С баллончика с какого? Сказку. С краской. Чтоб я вообще ничего не видела. Будет солнышко. Мне нормально в очках. Симпатично же. Курить? Да, в открытый космос. Ни хрена себе! Меня сейчас унесет тогда. Ты дверь в обратную сторону только не открой. Хорошо. Сейчас я приду к тебе. Сейчас, говорит, я приду к тебе. Я хочу потрогать ветер. Не знаю, как я сейчас отсюда выскоблюсь. Поймите меня, пожалуйста. Опа. Так. Вот это да. Нифига себе сносит. Тут реально даже тяжело
кажется. А, вот там она дальше. Да? Серебряный бор, вот этот камень был. Камень точно как. Что-то я не поняла. Оказывается, заправка куда-то девалась. Она вот здесь была примерно на месте этого забора. Теперь Прямо нужно ехать в Нерюнгри. 332 километра. В смысле 332 километра? Давай. Неправильно, что не поехали по старому. Вот новый маршрут. Нет, у меня АЗС показывает 6,6 километров по этой дороге. Бузова нас куда-то опять не туда хотела завести. Да нет, она же меня на Невер ведет. А, она же не знает, что нам Но еще она же не заправка знает, что нужна. надо машину покормить. Мгм, ясно. Понятно. Бузова-то еще тот Сусанин. Было дело. Причем оба раза в Улан-Удэ, да? Обросла сосульками. Пока мы ехали. А? Сколько много. Ну, вот мы опять сегодня попали на слив. Сначала в Алдане, потом в Нерюнгри. Какие девушки. Шоп, шоп. Так, надеяла. Заправка в Нерюнгри. Здесь не написано нигде. Нерюнгри, вот такие цены. Лежит Тут Еврокуб стоит. страшненько. Ужас. Ужас. Какая красивая стела стоит. Саха-Серая Якутия. Это тоже Амурская область начинается. Красота. Вот тут список граждан и предприятий, оказавших свой вклад в возведение народной стелы в честь столетия Якутской ССР. Было снять в Тынде на заправке ННК. Прямо рядышком стоит кафешка «Бурятская кухня». Просто шикарные бузы. Я люблю только свои бузы обычно. Никакие другие не ем. Но здесь бомбические. А за кофе я пошла на заправку. Сейчас посмотрю, там должен быть кофе у них. Даже постное меню есть. Говорят, самое вкусное кафе. Покажу, что мы взяли. Взяла себе 4 бузы. Антону одну. Покажи. Вкусный, наверное. Завтра утром покажу. Сейчас мы едем в Амурской области перед Соловьевском. И тут всю жизнь такая ужасная дорога. Просто вообще колбасня. Самый нелюбимый отрезок дороги. Сейчас он, наверное, закончится. И потом останется там километров 50 до Невера, да? 50 где-то, да? Почему? 66. Ну, 50-60. Главное вот этот отрезок пройти километров 20, наверное.
выжить, пережить. Движемся со скоростью 5 километров в час, да? 9? 5, 7, 6. В общем, это ужас какой-то. В таких случаях больше всего жалко машину. Ну и водителя. Особенно если ему жалко свою машину. Вот мы приехали в Соловьевск. Дорога такая ужасная была. Вроде бы всего там километров 20-25. Но это был вообще полный пипец. Час с лишним ехали. Очень тяжелая дорога. Когда наконец этот кусок сделают? Сколько лет ездим, столько все это и продолжается. Здесь он что-то светится. Какую-то красоту навели. Губы накрасили, так сказать. А дорог нет. Ну, как в принципе и везде. Парус супермаркет. Город небольшой, тоже так мимо. По городу, получается, проезжаем. И выезжаем снова на трассу, уже на Невер. Хотим на эстакаду заехать. Только мы в нее, по-моему, не попадем. Какая-то она худенькая. Не для нашего мальчика. По-моему, какая-то она вообще хлипкая. Светик, выйдешь, что колесо посмотришь? Ой, в общем, решили мы не рисковать, на эстакаду не заезжать. Какая-то она тухлая. Едем дальше. Тут осталось километров 30 до Невера. Кого 10 километров? 10 уже, что ли? Ой, да я не пристегнулась, что ли? Все, пристегиваемся. Вот мы приехали Операция тоже проведена достойно. Вы бела молодцы. в Невер. Что случилось? Вроде никто не ранен. Нет, никто не ранен. Тогда в чем дело? Я не вижу. Красивенько так. Победа? Олег Евгеньевич, никакая это не победа. И так же далеко от цели, как Хабаровск, 1176 километров. А деньги в его случае это? Но нам не в Хабаровск, нам в Читу. Может, это прозвучит символично, но... Ну и я думаю, на сегодня наше кино закончено. Следующая серия будет 1150 километров пройден. за сегодняшний день пройдено 1150 километров. Заправлялись мы 5 раз. Заправили. Сколько вы считали? 3 раза по 37, а 1 по 35. 145, да? Один раз по 37. А 1 раз по 37. Разыскивался за пособничество террористическим организациям. Да. Тебе какой кофе? Это так. В частности, к терактам. Не латте. Без сахара с корицей. Даже так. Большой горячий. А если там будут в банках? Если в банках, тогда не знаю. Главное, что без сахара. Вот сейчас еще заправимся чуть-чуть Что, простите? до полного бака. И поедем в сторону Читы. Ты женат? Да, и, кстати, забыла сказать, что сегодня мы 2 раза попали на слив бензовоза. Нам пришлось на одной заправке почти час ждать. На второй заправке, ну, там недолго мы ждали. Пришлось заправиться 92-м бензином, потому что 95-й тоже час бы ждали. Потом в Тынде мы приехали на заправке, решили сначала заправиться, а потом поужинать. Хорошо, что мы так сделали, потому что когда мы поужинали, я пошла на заправку купить кофе.
Там тоже был слив бензовоза. И, соответственно, мы остались без кофе. Сейчас, надеюсь, мы его попьем все-таки. Кофеек. В общем, нам сегодня везет на сливные бензовозы.